Спасибо. Присаживайтесь. Кто у нас сегодня уроченный чтец? У кого крепкий, мощный, сильный голос, чтобы трубой возгласить Евангелие? Кто сегодня будет читать? Да? У вас есть? Марк тоже. Потом я вас попрошу. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Исход». Остановились мы на 8 главе, закончили ее и начинаем 9. Как обычно, традиционно, описывая фараона, бытописатель заканчивает эту 8 главу. Фараон снова стал упрямиться, не отпустил он сынов Израиля. Да? Мы с вами на протяжении всей этой истории наблюдаем одно фактически и то же. Оказывается какое-то неимоверное сверхъестественное давление на фараона, он соглашается выполнить волю Божию, как только все проблемы разрешаются, фараон не отпускает сынов Израиля, то есть коснеет в том состоянии, в котором он оставлен. Кстати, вот это вот состояние ожесточения сердца вот недавно стало предметом дискурса известного телеведущего Владимира Познера и известного тоже вот священнослужителя. И я думаю, что не безинтересно будет сегодня 9 глава, потому что все содержание это наиважнейшая для человека тема сегодня будет раскрыта. Сердце фараона осталось тяжелым. Мы с вами говорили, что это за состояние человека. Это состояние богооставленности, когда он в прямом смысле слова предоставлен самому себе. Что это значит предоставлен самому себе? Нету контакта с Богом. Действует в соответствии со своей натурой. Действует в соответствии со своей природой. Казалось бы, мы уже много раз об этом говорили, а что здесь плохого? Что здесь необычного? Если говорить о предикатах добрый, злой, да, ну что здесь неблагого? Все прекрасно, все замечательно, все было бы, да, побелено белой краской, если бы природа человека не была природой, поврежденной грехом. То есть не находилась в состоянии вражды с Творцом. Если бы она не была отмечена печатями греха, какими? Изменения, болезни и сама смерть. Вот если бы всего этого не было, тогда да, следование греху автоматически было бы благом, было бы прекрасно, мы бы все замечательно радовались, идя по пути веления своего сердца или своего разума. Это было бы замечательно. Но, к сожалению, по определению христиане гуманистами быть не могут. Потому что в наше время гуманизм любит какого хьюмана, какого человека? Человека после грехопадения, человека в состоянии поврежденности. И предлагает смириться с его состоянием и принять его таким, какой он есть. Думаю, что вряд ли кто-либо из нас, попав, ну не дай Бог, да, вот увидев поломанную машину, которая побывала в автокатастрофе, всю помятую, разорванную, без стекол и фар, стал бы любителем поломанных машин и согласился бы с тем, что вот нужно принять ее такой, какая она есть, со всеми ее недостатками. Ну, друзья мои, автомобиль с такими недостатками, он недееспособен, он не используется. Да? Что необходимо делать? Необходима его починка. То же самое касается человеческой природы.
Если мы возьмем человека в том состоянии, в котором он есть, вот его в сегодняшнем состоянии, в его сегодняшней данности, и попытаемся что-либо сделать, ничего у нас не выйдет. Почему? Потому что человек поврежден. Это основополагающий концепт христианства. Только христианство говорит у нас о катастрофе, произошедшей в человеческой истории. В самом начале этой истории. Ни одна другая мировая религия или ни одно другое верование о катастрофе не говорит. Даже те верования, которые тоже используют богооткровенное Писание или богооткровенное откровение, явленное в Писании. Нет таких религий на земле, которые бы подчеркивали вот всю катастрофичность этого момента. Ну и, соответственно, вся остальная человеческая история, она связана с этой катастрофой. Ведь что-то надо с этим делать, да? Сколько марок у вас во дворе будет стоять поломанная машина, битая? Ну, когда-то что-то надо будет взяться за эту проблему, правда же? Вот приблизительно так же за эту проблему мы видим, как берутся, мы видим, где берутся, и мы видим, кто берется. Если фараон, язычник, назван человеком с жестоким сердцем, то казалось бы, как противопоставление. Но уж избранный-то народ должен как называться? Ну да, вот, безусловно. Но если язычники у нас в состоянии богооставленности, да, если язычники у нас, вот они такие, со всеми этими минусами, они у нас нехорошие, они у нас не слушаются Бога, они у нас враждуют с Творцом, они противостоят закону и так далее, то, наверное, богоизбранный народ у нас являет могучих праведников и так далее. А так ли это? Вот мы с вами всех этих праведников, от Адама до Моисея, да, вот и включая его брата, рассмотрели, кто из них герой в этом античном смысле слова, да? Кто из них борется со страстями и побеждает их? Кто из них вообще слушает Всевышнего? Кто из них послушен воле Божьей? Кто из них являет нам пример нравственности? Никто. Удивительно, друзья мои, что Священное Писание в этом отношении разницу или границу между состоянием народа богоизбранного и состоянием народов языческих не проводит. Не проводит. Это одни и те же люди. И мы с вами говорили, разница только в чем? Господь сам выбирает по своему усмотрению, вовсе не исходя из качественного, если так можно выразиться, состава этого народа. Речь не идет о качестве. Речь идет о том, что плохо все. Избирается один народ, мы видим, не самый распространенный, не самый могучий, не самый, может быть, развитый в отдельных отношениях. То есть не народ, являющий какую-то там необычную цивилизацию или еще что-то, отнюдь. Самый такой вот изгой, и в тот период изгой египтяне, мы с вами читали, не едят, ибо брезгают, не сидят, не едят с представителями этого народа. Это да, пастухи из пустыни, это варвары и так далее, и так далее. Откуда мы с вами знаем о том, что разницы никакой нет? Ну вот, на протяжении всего Священного Писания у пророков, начиная с Моисея, да, то есть самого закладывается основание израильской истории, как народа и государства. Народ, с точки зрения Всевышнего, называется жестоковыйным. Выя – это шея, да? Жестоковыйным в смысле упрямым. Жестоковыйным называют одно животное с большими ушами, и оно вот никогда практически туда, куда нужно, да, вот оно не движется. Вот это особая характеристика упрямства какого животного, да, вьючного? Это осла. Но вот тут слово осел не присутствует, но присутствует понятие жестоковыйный. То есть аллюзия такая, да, прозрачная совершенно. Вот. С тугой шеей, с
склиротрахилос. Это в переводе 70 используется вот этот вот термин. С тугой шеей, иначе упрямый народ. Это какой? Еврейский. Почему? А потому что на протяжении всей своей истории этот народ не слушает повелений Бога. Богоизбранный. Заметьте. На протяжении всей, еще раз повторим, своей истории, до самого уничтожения, ну а кого распинают, вот это как итог, да, перед уничтожением государственности, это апогей. Еще раз повторимся, но раз в выборе не было особого пристрастия со стороны Всевышнего, да, он не лицемерил, когда этот народ выбирал, то нужно понять, что, конечно же, когда называют народ жестоковыйным, это не какая-то особая характеристика именно еврейского народа. То есть это характеристика общечеловеческая. Совершенно верно. Ну вот, с человеком начинается непосредственный контакт, при помощи закона выстраивается коммуникация, непосредственно. Я тебе говорю, и я тебя предупреждаю. Будешь поступать так, будет все хорошо. Не будешь, будет все плохо. Предупреждаю каждый момент твоей истории. И ты все равно у нас оказываешься. Совершенно верно. Это не мои слова, друзья мои. Если мы открываем с вами книгу Деяний, мы читаем: вы упрямый народ с необрезанным сердцами и ушами. Вы всегда, вот вам характеристика, вы всегда идете против Святого Духа, как и ваши отцы. Замечательная характеристика. Да? Ну что значит Святого Духа? Против истины идете. Прекрасная характеристика, учитывая, что это книга Деяний, это 1 век. То есть вся история израильского иудейского государства за плечами. И вот вам подчеркивается, посмотрите, как подчеркивается, и вы, и ваши отцы. То есть нет никакой разницы, что там, знаете, кто-то там согрешил, а вот мы, дескать, ни при чем. Или наоборот, раньше было все хорошо, как это у нас принято, а вот сейчас мы грешим и не соответствуем высоким идеалам наших предков. Отнюдь ни того, ни другого. И вы, и ваши отцы. Интересный термин. Необрезанное сердце. Ну что такое обрезание, мы с вами проходили. Мы как бы понимаем, да, это вот обряд, который означает вот именно знак, избранность, да, вот выделение из общего числа. Вот обрезание, такая печать. Но оно плотское. Оно совершается, ну вы помните Сифор, да? Когда ангел смерти явился в семье Моисея, она быстренько совершила обрезание, бросила и так далее. Да? Вот, то есть оно совершается над всеми детьми Якова, да? То есть Израиля. Да, началось от Авраама, как знак заключения этого завета. Мы все прекрасно знаем, что такое обрезание плотское, но что такое обрезание сердца и ушей. И почему внимание обращено на сердце? Мы так разуму чаще всего апеллируем. А вот здесь внимание обращено на сердце. Вот смотрите, какое воздействие. Египтяне терпят бедствия, и на них давят суды Божьи, то есть казни. Иначе говоря, мы с вами говорили, кризис и суд – это одно и то же слово. Да? А евреи, наоборот, они испытывают на себе благодеяние Божие, особое внимание Всевышнего. Он их хранит, кормит, вы помните в пустыне, что было, да? Спасает и так далее. А вот действие человека всегда одно и то же. Что фараон и египтяне ожесточаются, это постоянно подчеркивается в каждой главе, что израильский избранный народ. Действия разные, и благо человек испытывает, и горе, а реакция у человека одна и та же. Человек остается верным ни Творцу, ни закону, человек верен, совершенно верно, своей какой? Греховной натуре, всегда верен. Это его рельсы.
по которым это вот скользит на салазках, знаете, так очень вот быстро. Пророк Иеремия. Пророк Иеремия живет уже после создания израильского государства. Египет, Иудею, Едом, Амон, Моав, да, это соседи Палестины. И все, кто живет в отдаленных местах пустыни, стригущих волосы на висках, ну это определение. Все эти народы не обрезаны, но это понятно. На них нет печати Божьей. Да. А смотрите дальше. И весь дом Израиля не обрезан сердцем. То есть физически обрезан. Не обрезан сердцем. Это же аллюзия к тому, что говорит Господь, когда придет. Многие будут говорить мне: Господи, Господи, но сердцем своим далеко отстоят от меня. Ну и здесь сидящих, да и всех сегодня прихожан нашего храма. Наверное, и из прихожан всех храмов, которые мы знаем. Но все носят печать обрезания, но у нас в Новом Завете. Каким таинством? Крещение, да. Все носят печать своего крещения, распятие. Вот все носят распятие у себя на груди. А тем не менее, слова Всевышнего, спасибо, слова Всевышнего, они о чем говорят? А сердце далеко. Хотя распятие висит прямо рядышком с сердцем. Вот так очень символично располагается. И вроде бы должно постоянно нам говорить о том, что с чем должно быть соединено. И говорит. Но для этого нужно что сделать? Посмотреть. А мы как живем? А мы кем являемся? И мы как поступаем и действуем. Не обрезаны сердцем. Распятие мы носим, а вот за грудной клеткой у нас отнюдь не благочестие, отнюдь не любечестие, отнюдь не добродетели. Это опять не я выдумал. В Священном Писании необрезанный – вот синоним чужеземца. Но это понятно. Чужой, он каким образом иностранец? Он не входит в сообщество Божие. Да, сообщество Божие имеет печать, печать обрезания. Если человек в древности хотел войти в общество Господне, да, то есть стать частью израильтян, он должен был принять, да, «Вехоль бейт Исраэль Арлей Лев». Весь дом Израиля, бейт Исраэль, не обрезан лев сердцем. Не обрезан сердцем. Весь дом Израиля не обрезан сердцем. У нас вот так вот говорит Священное Писание. Очень интересная характеристика, обратите на это внимание. Книга Левит. Моисеем писано: «За что я и ополчился на них, отвел их в землю их врагов. Если их необрезанные сердца смирятся, и они заплатят за свой грех». То есть противопоставление необрезанному сердцу смирение, да, значит, что значит необрезанное сердце? Гордое. Гордое. Это та эдемская гордыня, приобретение благ, существование на этой земле, но без Бога, без Творца. Вот не нужен. Творец не нужен. Мы сами. Отсюда святоотеческий термин «самость». Человек всегда сам. И даже добродетели он делает сам. Смиряюся, подвязаюся, молюся. Все ся. Понимаете, все сам. Все сам. А где там Бог? Вот поэтому Господь и говорит: сердце далеко от меня. Человек все сам, бедненький. Он что в жизни, все сам, что религиозный человек, в разных конфессиях, все сам да сам, сам да сам. Ну, к слову, можно сказать, искренне, да, с помощью Божьей. Очень такой интересный термин есть.
с помощью Божией. То есть Господь это такой терафим древнеязыческий, да, он всегда вот рядышком, он как бы помогает, он сохраняет, он вот спасает. Ну, такие совершенно языческие свойства. С помощью Божией. Но мы все сами. И цели мы себе выбираем сами. Бог должен только следовать, помогать на нашем пути. Мы же все сами. Вот. Следующее. Греческий текст в переводе 70, он как раз таки очень хорошо нам это все показывает. И кардия автон, и аперитмитос. Аперитмитос, необрезанная кардия, что такое, вы все знаете. Кардиограммы, да, слышно. Сердце. Кардия автон. А что такое автон? Сердце, совершенно верно. Совершенно верно. Все сами, понимаете? Вот это все вот продолжение. Почему Священное Писание обращает внимание на сердце? И почему мы тоже должны обращать внимание на сердце? Ну, конечно, друзья мои, речь идет не об органе. Да? На орган обращает внимание кардиолог. Наша с вами задача несколько иная. Христос в Евангелии от Матфея нам говорит, ведь из сердца, это дословный перевод, да? Ведь из сердца выходят рассуждения виологисми. Рассуждения какие? Понери. Смотрите, что хранится в нашем сердце. Понерос – это плохой, дурной, скверный, негодный, злой, лукавый. Существительное зло. И вот что говорит Господь. Из сердца выходят рассуждения вот такие. Они исходят из сердца натурального, в естественном своем состоянии, оставленности. Вот в том состоянии, в котором фараон порой и пребывает. Почему он постоянно, да, вот, его то в одну сторону, то в другую качает, вот, и не хочется, и хочется. Потому что сердце есть источник всех этих бед. Далее. Какие это злые рассуждения? Да? Фоне это что? Убийство. Оказывается, оно там, нашей чувственности. Прелюбодеяние. Порние, да, блуд. Клопе, кражи. Псевдомартирие. Мартириус – это мученик. Свидетель. А псевдомартириус – это ложное свидетельство. Оно тоже из нас исходит. И, наконец, последнее слово – это власфемия, хула, поношение, богохульство, злоречие, укоризненное злословие. Ах, как мы изгаляемся в этом замечательном свойстве нашей природы, да, особенно где, вот, особенно в этих новых средствах коммуникации и общения. Как мы, известное, да, явление, вот в укоризненном злословии. О чем говорит нам Священное Писание? Вся природа человека, весь человек поврежден грехом. В древности это повреждение изображалось в виде вот, треугольника универсума, верхняя часть которого это разумные силы души, средняя часть которого это воля человека, и платформа, да, основание это чувство человека. Разобщенность, о которой мы говорим, наша расстроенность природы. Расстроенность, она в чем заключена? Разум, воля и чувство не находятся в гармоничном сочетании. Они друг с другом враждуют. Расстроенность человеческой природы заключена именно в этом. Воля сама по себе, чувства берут верх, а разум, он является обслуживающим персоналом. Он должен главенствовать,
Но он является, то есть он выискивает средства удовлетворения чувственных потребностей. Получился такой перевернутый универсум. Да? То есть то, что было в основании, то, что было внизу, то, что мы часто называем нашими низменными желаниями, оказалось во главе угла. И наоборот, то, что являлось высоким, оказывается в основании. Вот это то, что мы называем расстроенностью. И вот эта расстроенность, это вражда между духом и плотью. Вот я тут попрошу, правда, обратить внимание на то, что христианство не учит о вражде между душой и телом. Это разные вещи, и с предикатами надо, конечно, разобраться. Что такое дух? Это самое высшее состояние человеческой души, самая высшая его часть, та, которая общается со Всевышним. Собственно говоря, и Дух Святой точно так же именуется Духом. А что такое плоть? Это не тело. Потому что если мы будем враждовать с телом, мы с вами погибнем. Плотью, сарксом, да, в Священном Писании именуется то, что мы в русском языке называем дебелым, дебелая плоть. То есть то, что враждует против Духа, то, что постоянно ставит перед нами свои, на самом деле, низменные, да, цели и задачи, сбивает нас, но при этом утверждает, что тут высочайшая ценностная ориентация. Обратите на это внимание. Это позывы плоти. Они по природе своей низменные, они все низменные. Позывы плоти низменные все. Как определить, что тело, а что плоть? Ну, есть, питаться. Это естественный позыв. Человек должен питаться. А вот как, чем, количество, качество, это уже то, что относится к чувственной стороне. И здесь права вступает плоть. Мы с вами, когда говорили о 7 смертных грехах, мы с вами говорили о чем? О чревоугодии. Да? Ну, точно так же и все остальное. Вот то же самое все остальное. То есть разум — это естественное свойство души. Но плоть что говорит? Я сама решаю свои проблемы. Самость появляется. Любостяжание, да, ну, человеку для того, чтобы нормально жить, да, ему необходимо, что одежда в первую очередь, правда же? Ну, дом, крыша над головой необходимо, какие-то здания должны быть. Но когда человек стремится как можно больше всего этого приобрести, это уже что? Это уже позывы, потакание позывам плоти и так далее. То есть пределов этому процессу нет. И вот здесь против чего нас Священное Писание предупреждает? Именно христиан. Здесь цитата из послания апостола Петра. Как были лжепророки в народе, Петр вспоминает историю Израиля. Кто такие лжепророки? Да, есть пророки, которые волю Божию открывают, а есть те, которые как бы открывают волю Божию, но на самом деле требуют следовать собственной природе. Так и среди вас, говорит он, появятся лжеучителя. Они будут вводить ереси, то есть другие учения. Ересь — это другое учение. Ведущие, предупреждает он, к погибели. Отвергать искупившего их Господа. Ну вот удивительно, да? Речь не о язычниках идет. Как это так? Как это так? В церкви появятся учителя, которые будут отвергать искупившего Господа. Ну как же церковь такая будет существовать? А видели ли мы в истории церкви, чтобы были какие-то лжепророки, да, какие-то учителя, которые отвергают искупившего Господа? Вроде бы все, кто именовался даже еретиками, у них у всех были всегда и распятие Господа, изображение Господа, и в позднейшее время и иконы Господа, да, и причастие вроде бы у всех было. А почему же отвергать искупившего Господа, навлекая на себя скорую погибель?
Что это такое? Что это за явление в среде христиан такое? В нашей с вами среде, надо сказать. Возьмем, давайте, любую ересь, известную нам, вот хронологически, там, после арианства, несторианство, такая ересь была, она почти весь Восток обуяла. Патриарх Константинопольский в первом тысячелетии, да, в первой половине первого тысячелетия был еретиком. Представляете? И у него было множество последователей. Да. А что и церкви сегодня есть несторианские, вот сирийская церковь несторианская, яковитская церковь несторианская. А что такое? Что в этих ересях? Что в этих ересях такого? А вот несториане, Несторий это патриарх, да, Несторий это патриарх Константинопольский, по имени самого выдающегося, как обычно, представителя, наименование получили. Они учили, что Христос был человеком. Человеком. Учителем, как сейчас принято говорить. Человеком. Пророком просто. Да, который был соединен с Богом духовно, нравственно, как угодно. Вот как обычно бывает. Чуть в большей степени, может быть, чем Авраам и Моисей. Но человеком, нравственным, чистым, замечательным. Вот такая ересь была. И церковь против этого учения восстала. Почему? Как это восстание против? Да, мы с вами это знаем теперь, читая символ веры. А почему же церковь против этого восстала? Вот давайте обратимся. Отказывались от воскресения, да, не верили? Давайте обратимся. Бог воскресил. Нет, почему? Они все признавали. Священное Писание они читали то же самое. Эти уже пророки будут отвергать искупившегося Господа. А как несториане отвергать? Вот православные как-то против этого восстали, они именно на это и стали. Что значит отвергать искупившего Господа? Если ты человек, то нет никакого искупления. Если ты людей, которые отдают свою жизнь ради великих целей, в истории человечества, слава Богу, немало, да, мы их знаем, которые жертвуют собой и так далее. Но это не меняет человеческой природы. Это не освещает человеческую. На какой-то период они светят как примеры для всех остальных, но потом меркнут, а с течением времени имена их забываются. Да? Чаще всего так и бывает в истории человека. А что у нас здесь происходит? Совершенно верно. Если он не Бог, если он всего лишь человек, то была его смерть на кресте. А сколько людей на кресте умерло? Не была его смерть. Возникает вопрос, а мне-то с этого что? Был замечательный пророк, он там добрую половину всех пророков Израиля поубивали. Да, всех поубивали. Иоанна Крестителя, вот последний, голову, да, отрубили. А мне что? Отрубили. И отрубили, и все. То есть к человеческой природе никакого отношения не имеет. Отвергают искупившего их Христа. Монофизиты, другая ересь, возникшая тоже на Востоке и захватившая огромное количество, начиная от Египта и Александрии, там она зародилась, в отличие от несторианства Сирии. Тоже большое количество, сегодня существует Коптская церковь, да, и прочие. Они тоже себя называют православной церковью. Почему православные епископы выступили против монофизитства? Что за монофизитство? Монофизитство говорит о том, что природа у Бога одна, божественная, а вот его явление в виде человека, оно было обманом зрения, иллюзией, вот сейчас замечательный термин, виртуальностью. Да. Шикарный термин. То есть явление вот такое было виртуальностью. Вот как все языческие боги. Зевс там являлся в виде лебедя, в виде юноши, в виде воина, в виде старца. Но это были что? Аватары. Это же не сам Зевс, да, его же божество. А вот это их виртуальные явления на земле. Кришна сколько раз воплощался в восточных религиях. Это что? Будда воплощается. Это что? Это вот иллюзия. Это иллюзия. И эти так называемые еретики, они со 2 по 5-6 век будоражили жизнь церкви.
так и получили на свое наименование докеты призрачные. Докетус призрачные. А тут в чем проблема? Ну, знаете, если Бог как был небесным и не знал человеческой жизни, так им и остался, то какое его жизнь на земле, да, вот такая иллюзорная, какое отношение имеет ко мне? Я-то из плоти и крови. Я-то страдаю под бременем страстей, греховности. Ну, его аватар пребывал на земле. Ни голода он на самом деле не испытывал, оказывается, ни страданий он не испытывал. Он меня понять не может. Что за Бог такой? А ведь именно это раскрывает нам Евангелие. Чем Евангелие отличается от всех других благовествований у других народов в разные эпохи? Именно этим явился Бог и человек. И посмотрите, как на это ополчаются люди, ведомые своей плотью. То он просто человек, но никак не Бог. В церкви, друзья мои, монахи, патриархи. И эти церкви до сих пор существуют. Монофизиты то же самое, ополчаются против чего? Искупившего нас Господа. Почему они к одному не могли прийти? Что с ними случилось? А вот вам-то легко, потому что те, кто им противостоял, они не действовали по велению плоти. Несторий был очень праведным человеком, вы знаете, очень нравственным человеком. Несторияне очень нравственные люди. Ну как же, они идеалом поставляют, что человек должен действовать в соответствии с законами, с порядком. Они очень уважали закон, они выполняли все предписания. Это были в прямом смысле слова очень нравственные люди. И остаются. И даже в церковной среде. Но для нас, для тех, кто владеет божественным откровением, вот мы с вами сейчас его открыли, это люди лжепророки. Далее, что говорит Петр? Эти учителя из корыстных побуждений будут наживаться на вас, используя всевозможную ложь. А вот где корысть? Над ними уже давно нависло осуждение, и гибель их не дремлет. Это особенно относится к тем, кто идет на поводу низменных желаний своей натуры, природы. Такие люди дерзки, надменны и не боятся злословить славных. Презирают власть, господство. Власть кого над чем? Духа над плотью, Бога над человеком. Они говорят громкие, но пустые слова, играя на человеческих похотях и распущенности. Они снова завлекают к себе тех, кто только-только начал удаляться от живущих в заблуждениях. Но о чем здесь говорит Петр? Ну вы помните слова Христа, которые он обращает к фарисеям. Вы обходите весь мир, чтобы обратить хотя бы одного человека. А он становится хуже вас, достойным гиены. Кто такие фарисеи? Они выполняли все ритуалы. Они выполняли все обряды. То есть внешне это уважаемые, почитаемые люди, не совершающие явных прегрешений. Это для нас идеал в обществе. Нет, не идеал. Мы стремимся. Слава Богу. Слава Богу. Но мы стремимся, это нравственный идеал общества. Общество, лишенное Бога откровения, оно ставит себе именно такие идеалы. А он говорит, будет хуже вас и достойный гиены. Что плохого, простите, если человек был убийцей, если человек был вором, если человек был, каким-то там, я не знаю, любодеем, преступником, да, приступал закон. И вот фарисеи, обратив его к ритуалам, предположим, Иерусалимского храма, это не имеет значения, какой религиозной системе координат, приобщили его к религии, к традициям, да, и он больше не убивает. Он больше не насилует, не ворует, я не знаю, чем еще не занимается, да. А он не занимается этим. Почему же он достоин гиены? Что за слова такие? Судьи, единственного,
праведного судьи слова, он будет достоин гиены. Почему? Явно грехов не совершает. А почему фарисеев он называет гробами крашенными, внутри полные всякой нечистоты и мерзости, но сверху покрашенные, лакированные? Потому что они пример подают. Понимаете, мы с вами говорим ведь не просто о поступках, да? Принцип «не пойман, не вор» в христианстве, к христианству никакого отношения к церкви не имеет. Мы с вами говорим о той субстанции души, где зарождаются зло и добро. Зарождаются, потому что потом они в любом случае будут воплощены. И что в фарисействе плохого? Ну, помните, когда вот у нас неделя фарисея мытаря была? 2 раза в неделю пощусь, 10 отдаю на благотворительность. Как этот мытарь, лишнего нигде не ворую и не беру. А что тут такого? Друзья мои, это же идеал нашего общества, нравственный идеал. Благотворительность, филантропия у нас, Господи, как развита, да? Благотворительность, вот я вам, замечательная вещь, помогаю же. Пощусь, аскеза, но он же реально постится, слушайте, постится, не ест 2 раза в неделю. А вы знаете, древний пост это не картошки от пуза наесться или каша. Пост, он предполагает не есть еды. Не есть еды. Поэтому Петр, когда постится, он взалкал. Христос в пустыне, когда постился, он взалкал, у него было неимоверное желание есть. Потому что не есть вообще, это не значит там вот грибочков, морковочки, там, после маслица и прочее. Нет, друзья мои, не есть. Человек не ел. Почему Господь обращает внимание на внутреннее состояние? На внутреннее состояние. На душу обращает внимание, а не на то, что вы творили. Безусловно. Но вот если представить себе душу человека как ведро, да, дырявое ведро, из которого течет вода, вот течет, можно взять 10 пальцами, а их столько же, сколько заповедей, и заткнуть 10 дырок. А в ведре 110 дырок. Вот скажите, вы все же физику в школе изучали, с какой силой начнут из оставшейся дырки течь? Это же природа человека. С ней нельзя, как с программой в компьютере или там с каким-то сосудом, да, вот замазать и все там вот изменится. Человек – это тончайший инструмент. Заткнешь ты там, где видишь, а из оставшихся. А почему? Потому что я исправил, я заткнул, я себя изменил. Вот как только эти помыслы возникают, и человек начинает действовать, да, воровать он прекращает. В несколько раз более напряженная. Как мы говорим, по силе своего сопряжения она в несколько крат превосходит предыдущие. И поэтому вот это вот хуже. Это вот хуже. Вот человек он такой. Они говорят громкие пустые слова, играя на человеческих похотях. Потому что для того, чтобы привлечь нас к чему-то, да, нужно сыграть на тончайшем инструменте нашей души. Нужно за что-то зацепиться и притянуть. Они обещают людям свободу, хотя сами рабы разврата. Но давайте вспомним учение об индульгенциях. Человек что делает? Грешит против Бога. А вот Господь и святые люди, они своими праведными делами создают некую сокровищницу добрых дел. А теперь церковь в лице, конечно, своих иерархов. Ну, безусловно. Не в нашем же с вами лице. В лице своих иерархов. Она что может сделать? Она может вот недостающие тебе для очищения в чистилище добрые дела передать от Господа, Богородицы и святых
тебе, вот недостающий, вот ты, бедненький, делал что-то хорошее, делал, но немножечко тебе не хватает. Ну как передать? Ну, конечно, передать надо было бы безвозмездно, но вот храмы надо строить, церковь должна осуществить за деньги. За деньги, да. Это продажа индульгенции по всей Европе. По всей Европе. По всему миру христианскому, западному. А что нужно было Павелу? Ну вот базилика Петра и Павла знаменитая, ее нужно было построить, гигантская. Зачем? Ну то есть вот этот вот этот глаз, вот это обращение к миру, посмотрите, какой храм. Самый из самых. А чем все закончилось? Какой-то там монах Августинанского ордена вышел и говорит: братцы, но это не христианство. И отпала Германия, Норвегия, там, я не знаю, Швеция, Голландия, Великобритания, Швеция. Отпали люди, ну, просто отпали от всего. Дания, вот. Что за протест? Против чего протест? Против этого явного лицемерия. Ну, явного, ну, друзья мои, ну, еще понятно, когда дурачат и говорят, что раз ты вот здесь плохое сделал, вот сейчас хорошее сделаешь, и это все покроет. Ну, ладно, так дурачат, но когда говорят, заплатишь, и грехи тебе будут прощены, ну, это прям уж совсем, знаете. Это уже вот просто, конечно, протест вызвало. Огромный протест среди самих же христиан. Это 16 век, Марк, да, это 16 век. Вот отец Давид недавно у вас читал лекцию «500-летие со дня реформации». 17-й год был. Да, вот. Ну, дело не в этом. Дело в том, что корни у этого достаточно древние. Посмотрите, это же нас Петр предупреждает. Это же нас не Лютер предупредил, да? Это Петр предупреждает. Далее. Они освободились, если от испорченности этого мира, это вот кого привлекли к себе, узнали Господа и Спасителя, а потом вновь оказались опутаны и побеждены этим злом, то их последнее состояние хуже первого. Если, придя в церковь, переступив порог церкви с верой, с горящим сердцем, каждый из нас, в церковь, знаете, чаще всего так и приходит. Ну, просто так заходят редко. Ну, если заходят, то не остаются. А вот с горячим сердцем приходит чаще. Но бывает, говорит, что, узнав Господа и очистившись, вновь оказываются побеждены этим злом. И вот это новое состояние хуже первого, когда они не знали Христа. А как это побеждены злом? Верно говорят о таких людях. Собственно говоря, к чему это весь пассаж, вот у нас ключевое. Пословицей: собака возвращается на свою приводину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Знаете, вот так, чтобы апостол Петр какого-то человека, конкретную личность, грешную апостола, назвал там свиньей, собакой или еще чем-то, ну, это было бы странно, да, потому что сами апостолы, Павел, Петр и прочие, когда они пишут эти послания, они говорят, ну что значит уходить от зла? Это не значит не жить в мире и не общаться с грешными людьми, предупреждают они христиан. Тогда бы вам вообще пришлось куда-то, знаете, переселиться, да, вот. Нет, речь не об этом. Речь не об этом. Речь не совершать это зло, а жить вам, конечно, придется в этом мире, безусловно, который лежит возле. Так а что такое собака, которая возвращается на свою приводину? А кто такая свинья, которая валяется опять в грязи? Ну, тех людей, которые вывели на верную веру, и они обратно отстали. Вымытая свинья, вот вымытая. Вот смотрите, вымытая, и у нее обратное действие. Вот вектор, ты ее вытаскиваешь, а она обратно возвращается, да? Как казалось бы, да, люди, конкретные люди, он так и говорит, вот есть такие люди, лжеучителя, но на что он указывает, на что он обращает внимание, друзья мои?
Вот израильский народ, вытаскиваешь его из Египта, а он тебе кричит: вот тоже мне пророк. Ведешь его в землю обетованную, ой, не пойду, там вот жить невозможно. А что это за реакция? Ты его вытаскиваешь, он все время обратно. Ты его сюда, а он обратно. Вот, Марк, вот. Это плоть, это природа человека. Сколько бы ты ее не вытаскивал по своей натуре, у нее вектор возвращает ее куда? В блевотину, обратно. Что нам делать? Ну, если он порабощен, извините, развратом, да, но если у него есть немножечко разум, с Богом. Друзья мои, каждый раз, да, когда мы будем говорить, противопоставлять пороку добродетель, мы с вами оказываемся в рамках языческой нравственности. Вот римляне очень хорошо, они уже все давно, еще до нас все давно просмотрели. Вот есть мужество, есть добродетель, мужество, разум, да, сила воли, вот, и желание быть хорошим. И все, это противопоставляется злу. Цицерон, так в своих Деофицио, да, в своих произведениях о должностях, каким должен быть чиновник. Вот он так и написал. Вот мужество, разум. А что ж еще? Конечно. И ты поборешь ли? Поборешь ли? Поборешь ли? Сделаешь ли? А что с чем? Воюет и враждует. Нам Священное Писание показывает совершенно другие примеры. И посмотрите даже как. Обратите внимание, предположим, апостол Петр. Они плывут в лодке, во время бури видят Христа, который идет по водам. И что говорит Петр? Он же у нас с горячим сердцем. Он у нас всегда впереди всех апостолов. Да? Он первый прибегает в пещеру, вспомните. Я тоже хочу рискнуть. Да. Учитель, если ты повели, чтобы я пошел. Да? И Христос ему говорит: иди. Он же видит учителя, и он идет. Вы понимаете, нарушаются законы природы. Он смотрит на Христа и идет. Как это идет по водам? Вы вообще представляете, что такое вода, что такое сила притяжения, плотность воды и прочее? То есть по законам природы он тонет, но он идет. А когда вы начинаете тонуть? Он усомнился. Друзья мои, как он усомнился? Этот процесс очень хорошо. Он посмотрел и увидел, что волны очень большие, а он всего лишь человек, и по закону природы не может ходить. И он начал тонуть. Что произошло, друзья мои? Он видит, смотрит на Христа, он с Богом. Он смотрит на проблему и на себя. Он наедине с проблемой, он не видит Бога. Он боится, видя волны. Значит, страх возникает, когда человек не видит Бога. Человек тонет, когда он наедине с проблемами. Я сам. Петр, выходящий из лодки, это верующий человек. Петр, тонущий, это человек, погибающий в своей самости. Он не видит Христа. Он уже не помнит, что ему дано повеление идти. Он уже не идет, потому что есть законы природы и есть внутренние законы, страх. То есть натуральный Петр тонет. А верующий Петр, он имеет крылья. Это совершенно разные состояния. О чем они говорят? Они как раз вот об этом и говорят, о чем мы с вами, что мы с вами сейчас обсуждаем, друзья мои. Что значит победить страсть? Сейчас я ее... Ага. Чаще всего мы потом... когда вы к таинству исповеди прибегаете, да, вот вы же понимаете, о чем идет речь. Что сейчас мне тут, да, вот на тему разглагольствовать. То есть сейчас я вот, а как я иду а вот я сейчас попощусь, а вот сейчас я помолюсь, а вот я сейчас, и все.
И молишься, и постишься, и потом приходишь, батюшка, опять, снова и опять. Ну да, есть пост, есть ты, есть батюшка, все есть. Есть атрибуты, Евангелие даже лежит, крест лежит. А сила где? Вот возглас вы слышите на литургии, динамис, сила. А где сила? А сила моя. Извините, братцы, с нашей силой мы тонем. Таковы законы природы. То есть, когда мы действуем в соответствии со своей природой поврежденной, мы повторяем то, что случилось с Адамом и Евой. Вот смотрите, вот яблочки висят, покушайте и будете бессмертны, как боги. Ну, слушайте, вы в такое поверите, да? Но это природа человека. Давайте 9 глава, 1 стих. Как? Да, библейский 9 глава, 1 стих. Господь велел Моисею: иди к фараону, скажи ему, Господь Бог евреев говорит, отпусти мой народ, совершить служение мне. Да. Мы с вами говорили о том, что всеми делами здесь занимается сам Всевышний. Моисей всего лишь тот, кто раскрывает волю Божью. Он не сам от себя, да, и трактует, и наводит это зло. Он раскрывает волю Божью. И Господь ему повелевает: снова иди туда, скажи, что это Господь Бог, это Адонай Элохим, о котором фараон сказал, кто такой Адонай, я не знаю такого господина. Вы помните эти слова? Я не знаю, что это за Бог, увеличьте им вот эти нагрузки на их работах, что-то они тут о каком-то божестве говорят. Вот. Совершить служение, отпусти, совершить служение. Мы с вами в прошлый раз говорили, почему отпусти, потому что в самом Египте нельзя на глазах у египтян нарушать их религиозные чувства, приносить в жертву коров, овец, которым они поклоняются. Да? 2 стих. А если не отпустишь, если будешь их удерживать, то на весь твой скот в поле, на лошадей, ослов, верблюдов, на коров, овец и коз обрушится рука Господа. Начнется страшный мор. Да, начнется страшный мор. Девер кавед мод. Ну, девер, моровая язва, мор, чума или жаба. А животные, которые перечислены, это все животные, которые, да, которым человек питается, и благодаря которым существует эта цивилизация. Что здесь? Лошадь это для поездок, как и ослы и верблюды, коровы, овцы, козы – это мясомолочная продукция. Цивилизация живет за счет этого, и это определяет богатство цивилизации. Если ты этого не сделаешь, то весь твой скот в поле, вот он падет от этого. На кевер это тяжелый, тяжкий, сильный, весомый, внушительный, ожесточенный, а сердце. То есть будет жестокая язва. И вот здесь игра слов. Сердце фараона ожесточается, и как следствие пагуба ожесточается. И каждый раз она все более... Вы смотрите, с чего начиналось. Ну, вода в Ниле в кровь превратилась, ну, жабы. Но скота-то это не затронуло. Да, там пшеница еще чего-то это же не затронуло. А тут вот чем более, обратите внимание на эту прямую пропорциональность, чем более ожесточается сердце человека, тем страшнее ожесточается. Что такое казнь, мы с вами говорили? Суд. Кризис и суд – это одно и то же слово. То есть кризис усугубляется по мере ожесточения человека. Не наоборот. Не бытие определяет сознание, а вот кризис в душе человека усугубляет его, ну, внешнее, там, социальное, еще какое-то государственное, общественное и так далее состояние. Вот какая взаимосвязь. Это нечто иное. Такое, кроме Священного Писания, мы с вами нигде больше в современном мире, да, не наблюдаем. Далее.
А скот сынов Израилевых Господь пощадит, не то что скот египтян. У сынов Израилевых ни одно животное не падет. Вот эта фала Вехифла Адонай, то есть Господь отделит, выделит, отличит, разделит скот. Скот нельзя разделить, друзья мои. То есть вот если моровая язва началась, да, в одной части, то погибнут все. Ну, вы помните, вот у нас коровье бешенство было в Великобритании, да? У нас, вот, когда вот эти могильники делают, как это, сибирская язва, да, на животных и так далее. То есть это так не получится, это надо куда-то отогнать, это надо вообще в другую, это должны быть какие-то кордоны, да, это санэпиднадзор, в конце концов, этим заниматься. Так не бывает, чтобы произошло вот на одном пространстве такое разделение. Как это болезнь выбирает, где скот евреев, а где скот не евреев, египтян, то есть он религиозное различие. Ну, сейчас бы мы посмеялись над этим. Но вот это фала, разделение, делает Адонай. А он не по тавро медит. Там не то, что там у евреев какое-то отдельное тавро, а у египтян какое-то. Нет. Господь проведет разделение, и ты, фараон, находящийся в таком ожесточении, своими глазами увидишь, что вот эта пагуба, вот эта вот самая чума, и вот это жало, это одно и то же слово, да, оно поразит только твой скот. И он не затронет скот рабов, над которыми ты издеваешься. Как это может произойти? Следующий. И Господь назначит срок. Завтра Господь так сделает по всей стране. Да, то есть вот смотрите, что происходит, да? Обычно эпидемия возникает спонтанно. Предугадать, что она произойдет вот через 2 часа, практически невозможно. Ну, недели, в крайнем случае, там, месяцы, недели, да, вот можно как-то так эти биологические процессы, да, вот как-то систематизировать. А тут Господь говорит, вот завтра это все произойдет. Это для тех, кто ищет в Священном Писании естественные, не только в себе, не только живет сам по естеству, но и естественные законы во всей этой истории. Господь предупреждает, это будет завтра. Это же не биологическое оружие, которое применяется, правда же? Это суд. И он произойдет, как говорит Господь. Не как вы думаете, не как думают ваши жрецы, ваша Академия наук. Там же лучшие умы собраны, да, в этой жреческой кассе. Нет, это произойдет завтра, так говорит Господь. Следующий стих. Так и сделал Господь на следующий день. У египтян пал весь скот. Вот обратите внимание, весь скот, все, что было перечислено. Далее. А у сынов Израилевых ни одно животное не пало. Ни одно. Ло мет эхад. Эхад один. Даже одно животное не пало. Представьте себе. Даже одно не пало, не умерло. Ло мет. Далее. Фараон послал проверить. И в самом деле ни одно животное Ни одно животное. не пало у сынов. А он послал проверить. Далее. Но фараон по-прежнему упрямился, не отпускал сынов Израиля. Жил по велению своего сердца, из которого исходят все эти, мы с вами говорили, что своего сердца, человеческого, натурального, жил в соответствии со своими представлениями, чувствами и так далее. Далее. Господь велел Моисею и Аарону: наберите по пригоршне золы из печи. Да, спасибо. Мы с вами это сопряжение не только с точки зрения вот социального, да, рассматриваем, что там евреи, здесь египтяне. Мы же говорим, битва богов, религиозных представлений, то бишь. Апис – это бог Египта. И когда Апис не может спасти храмы Аписа в Мемфисе, в столице стояли, ну, соответственно, от столицы. То есть то, что здесь описывается, это столичные культы. Друзья мои, как это? Бог плодородия не может спасти свою страну? От кого? От Бога этих пастухов? Вот
вот эта сакральная демифологизация происходит. То есть храма-то единому Богу нет, тем более одному, да? А это просто какой-то Адонай каких-то пастухов, то есть господин каких-то пастухов, которые они себе придумали, да, какой-то там семитский божок. А у нас-то есть культы, храмы, жрецы, правда же? Ну вот, посмотрите, солнечным диском, есть солярный такой красивый, да, почему мощный такой, да. И вдруг он не может спасти. Боги погибают. Да, идет демифологизация, то есть развенчивание этого идолопоклонства. Ну, у них же тоже из Амон-Ра, потом Эхнатон, вводимого Атон Бог. Так же у них потом, какой-то период был. Да, была реформа Эхнатона, которую потом затерли, да, была реформа Эхнатона, которая нерелигиозными посылами. Вот Эхнатон чем угодно, только не религией занимался. Он выстраивал, тут, понимаете, вообще говорить о культах Древнего Египта достаточно сложно, потому что сказать, что вот была какая-то одна религия в Египте, это невозможно. Египет — это собрание разных номов, условно разных княжеств, да, и у каждого свои боги, то есть это не то, что вот весь Египет, да, у каждого свои боги, да. И что хотел сделать Эхнатон? Эхнатон хотел выстроить то, что мы называем пирамидой власти. То есть многобожие позволяло княжествам существовать автономно. Он получал какую-то долю, да, но, ну, собственно говоря, унификация церкви когда происходит. Когда патриархи не дают независимости церквям, что происходит? Для того, чтобы удобнее было, конечно, манипулировать, безусловно. Здесь то же самое. Он выстраивал иерархию. И для того, чтобы покорить все эти, да, вот, жреческая каста всегда стояла на страже. Жрецы своими привилегиями никогда, друзья мои, и по сей день не собираются с ними расставаться и так далее. То есть какая была проблема? Собирание земель, можно так сказать, да? А для этого нужно было создать единый культ. А для того, чтобы у местечковых князей, жрецов в их храмах не было возможности сопрягать вот этот сепаратизм или самостоятельность политическую, экономическую с религиозной, выстраивалось единобожие. Соответственно, культ одного бога, Атона. Вот он взял одного из богов и все остальное стал затирать. То есть Амона и все остальное стал уничтожать. Вводить монотеизм с целью вот такой достаточно прозаичной. И когда, естественно, умерли он своей смертью, это тоже, да, понимаете, да, вопрос. И когда он, в конце концов, упокоился, и его столица была предана забвению, и, то есть, все вернулось, иначе говоря, по природе на круги своя. И продолжилось. Здесь не было никаких религиозных посылок, и вот еще говорят о связи культа Атона с Адонай и прочее, тут ничего подобного нет. Это не следствие влияния какого-то монотеизма. Ничего подобного не было. Да, следующий стих, пожалуйста, по поводу сажи. Наберите. Наберите по пригоршне золы из печи, и пусть Моисей на глазах у фараона бросит эту золу к небу, чтобы она развеялась над всем Египтом. И тогда по всему Египту и у людей, и у скота на коже появятся гнойные нарывы. Моисей и Аарон набрали по пригоршне золы из печи и представили перед фараоном. Да, спасибо. То есть вот это вот, да, пепел, сажа. Ну, что может быть злого из печки? Оно там все сгорает. То есть никакого особого бактериологического оружия, химического, ничего. Вот просто пепел возьмите, подбросьте и все. Да, вот это совершенно Божье повеление. Там брызните водой, подбросьте, дуньте, еще что-то, да. Ну, казалось бы, ну так ничего, это что за магические действия? С точки зрения вот реальности ничего не произойдет, если Бога нет. Ничего не должно произойти. И они берут, что есть у рабов. Сажа в печке. Они берут эту сажу, представь перед фараоном. Далее. Бросил Моисей золу к небу, и тут же у людей и у скота появились на коже гнойные нарывы. Маги больше не могли состязаться с Моисеем.
Они сами покрылись нарывами, как и все египтяне. Вот что интересно произошло, смотрите. А у нас же идет постоянное соревнование, да? Маги это кто? Умные, выдающиеся, передовые. Да, мы с вами все эти переводы рассматривали. Да, это ученый мир, в жреческой касте у нас сконцентрирован. Они сами пострадали, ничего не смогли сделать. Соответственно, вот эта вот служба, санспецслужба, да, выехать на место и решить проблемы не могла, сама страдала. И появились вот эти волва, нарыв, гнойник, абсцесс у всех животных, у всего живого, от сажи, который просто подбросил один пророк перед лицом фараона. Далее. Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот все не слушался. Да, вот что тут происходит? Человек действует в соответствии со своей природой. Ну не может он 600 тысяч взять и вот, да. Как предсказывал Моисею Господь. Как нужны были они в качестве работы? Это богиня Сохмет, богиня-покровительница Мефиса, супруга бога Птаха, богиня войны, палящего солнца. Она же грозное око бога солнца. Ну, вы видите эти диски, да, вот, соляные. Она же охраняла фараона. Что за животное? Изображалась женщина в виде головы львицы. Ну, это должно изображать львицу, да. Ну, соответственно, все кошачьи, культ кошек, видите, вам известен, да, они вот под покровительством это. Видите в руках, что держит анх? Да, символ жизни. Вот. Вот тоже не смогла спасти. Жрецы этой богини страдают, вот, должна спасти при таких, она спасительница при моровых язвах, при бедствиях, при эпидемиях. Вот сами жрецы заболели. Вы представляете, что это означает? Так. Следующий стих, пожалуйста. Господь велел Моисею: завтра рано утром вновь предстань пред фараоном и скажи ему: Господь, Бог евреев, говорит: отпусти мой народ совершить служение мне. На этот раз я покараю тебя и твоих вельмож, и весь твой народ самыми страшными карами, чтобы ты понял, что нет на земле никого мне подобного. То есть, смотрите, да, по мере ожесточения, мы с вами уже говорили, и кризисы тоже усугубляются. Далее. Если бы я простер свою руку и поразил тебя и твой народ чумой, вы исчезли бы с лица земли. Да, если бы я вот вас уничтожил бы, то, ну, если бы я простер руку, то есть если бы я вот чуть-чуть еще более надавил бы, все, вас бы не существовало. Далее. Но я оставляю тебя в живых, чтобы явить тебе свою мощь, чтобы прославить свое имя по всей земле. Иначе говоря, я оставляю тебя для чего? Чтобы явить себя, да, Бога. Зачем нужна мощь в сознании человека, да? Творца, для чего? Потому что он все еще живет в этом языческом мире. Он все еще живет, он все еще поклоняется кому? Самому себе. И вот всеми этими проявлениями своих страстей в лице вот этих вот изображений, там, животных, солнечных дисков, женщин и так далее, и так далее. Далее. Ты все еще превозносишься над моим народом, не хочешь его отпустить? Завтра, в этот же час, я обрушу на Египет такой страшный град, какого не бывало с тех пор, как стоит Египет. Уведи свои стада под кров, укрой все, что находится под открытым небом. А те люди из скот, что останутся под открытым небом и не спрячутся под кров, будут насмерть побиты градом. Да, вот смотрите, что теперь происходит. Прямое предупреждение.
Мы с вами наблюдаем прямое предупреждение. Завтра произойдет то, чего еще не было. Могут пострадать животные и люди. Соответственно, тебя предупреждают. Тебя предупреждает пророк, то есть открывает тебе волю Творца. Но когда человеку открывается воля Творца в соответствии с его устроением, вот мы читаем Ветхий Завет, при каких условиях человек слушает Бога? Когда ему совсем Когда уже уже совсем- Почему мощь надо проявлять? Страх. Страх. Мощь для чего? Да? Если он и так слышит, там не надо никакой... Для чего необходимы усилители? Вот, я тоже ими пользуюсь. Испугался и сделал. Совершенно верно. Вот. Для того, чтобы... И смотрите, 20 стих. Уже не внимает ничего. 20. Те из фараоновых вельмож, кто испугался слов Господа, спрятали своих рабов и скот под кров. Да, все-таки нашлись люди, которые испугались вот этой яра, бояться, страшиться, пугаться, ну или пугать, наводить страх. Испугались, Как звучит? яра, да. Испугались, устрашились, ну а мало ли что, и спрятали своих рабов. Следующий стих. А те, кто не обратил внимания на слова Господа, оставили и рабов, и скот под открытым небом. Дословный перевод. А тот, кто не обратил своего сердца к слову Господа. Вот дословный перевод. Опять мы возвращаемся к внутреннему. Не просто ушами слушать, не услышим. Не просто глазами смотреть, не увидим. Сердце обратил к слову Господа. Марк, это ответ на тот извечный вопрос, который задают все люди на земле. А что нам теперь делать, когда мы все это знаем? Делать только одно. Обращать сердце к словам Господа. Все остальное есть следствие. То есть вот причинно-следственную связь восстановить. Когда восстанавливается связь с Творцом, восстанавливается все остальное. Вот этот образ, иконографичный образ, когда Господь вытаскивает Петра, он же не просто так на росписях присутствует, да, вот лодка, рыбы и Петр. Петр тонет, когда не смотрит на Христа. Петр идет по водам, когда видит Господа. Вот для чего это? Сердце и вектор сердца. На кого он направлен? На себя, на многочисленные заботы и хлопоты этого мира, на Бога. А церковь Петра это же Римский Ватикан же? Они именуют себя так. Церковь Петра – это церковь. Просто церковь. Ну, конечно, это да? просто церковь, да. Когда Петр исповедует Господом Христом, Сыном Бога Живого, Господь ему говорит: ты Петрос, то есть камень, и на этом фундаменте я построю церковь мою. На чем? Ну не на личности, на исповедании меня Спасителем. Но, как вы понимаете, те самые уже пророки, с течением времени, о которых Петр и предупреждает в своих посланиях, они своеобразно стали трактовать. Это, дескать, ты Петр, у тебя ключи от рая и ада, и ты будешь управлять церковью земной. Ну, соответственно, дальше уже то, что вы говорите, да, вот где она, что церковь, почему это базилика Петра и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, о чем идет речь. Так, следующий стих. Господь велел Моисею: воздень руку к небу, и на землю египетскую обрушится град. Он побьет по всему Египту и людей, и скот, и траву. Простер Моисей посох к небу, и Господь послал на землю гром, и град, и молнии. На всю страну египетскую Господь обрушил град. Падал град, молнии сверкали. Такого сильного града еще не видал народ египетский. По всему Египту град побил все, что было под открытым небом, и людей, и скот, и траву, и даже деревья поломал. Только в земле Гошен не было града. Где жили евреи? Там жили сыны Израиля. Да, вот смотрите, что произошло. То есть это Нут, богиня неба. Она матерь всех богов. Да, это не просто так.
дочь Шу и Тифнут, сестра и жена Геба, мать Осириса знаменитого, да, Сета и Нефтиды. Ежедневно прокладывает звезду и солнце, затем рождает снова. Ну, это смена дня и ночи. Нути заключена 1000 душ, связана с культом мертвых, конечно, поднимает умерших на небо, представляете себе, какая важная богиня, охраняет их в гробнице, имела эпитеты великая, огромная мать звезд, рождающая богов. Изображалась в виде женщины, простирающей по всему горизонту, да, вот, смотрите, женщина, простирающаяся по всему горизонту. То есть вот это вот все, что вы видите, это Нут, да, это небо. Почему? Потому что от края и до края, от горизонта и до горизонта мы небо с вами и наблюдаем. А все, что под небом, боги, в ладьях это боги, люди, цивилизация, все это под небом. Поэтому она такая важная богиня. Какие нормальные были вообще? Что произошло? Этот пастух, этот никчемный раб поднял руку к небу, еще посохом своим пастушеским в это небо ткнул, осквернил мать богиню всех богов, и град пошел. Серьезный процесс демифологизации, знаете, даже коммунисты бы позавидовали вообще такому процессу. Любой атеист позавидует. Потому что здесь это все в течение нескольких дней происходит. Тут не нужны годы, десятилетия, эволюция сознания. Все происходит достаточно быстро. Вот в одной из пирамид, да, и вот вы тоже можете наблюдать, вот это мать всех богов. Ну вот стопы и руки, это вот край горизонта, да, вот они. А все человечество, вот оно здесь, солнце под ней, луна под ней, растения под ней. То есть вся жизнь, она под этой богиней. Посмотрите, какое осквернение со стороны этих евреев. А Дендер это где? Ну, это все. Храм Хатхор, это Египет, да. Вот когда туда ездят, вот сейчас возят на экскурсии, да. Так, у нас какой стих? Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Я виноват, Господь прав, а я и мой народ, мы не правы». Что произошло? Господь, которого я не знаю, кто это такой, прав. А я и мой народ, да, это вот еще одно изображение, то, что я нашел, не прав. Хата. Промахиваться. Помните амартия, греческое слово? Стрелять и промахнуться. Грех. Здесь то же самое. Я промахнулся, я согрешил, я ошибся, я провинился, я виновен вместе со своим народом. Далее. Попросите Господа, довольно уже этого страшного грома и града. Я вас отпускаю, идите. Моисей ответил ему: когда я выйду из города, я воздену руки к Господу. И тут же гром стихнет, и град прекратится. Я думаю, что на этом нам стоит остановиться, потому что уже час, уже даже более того. Вот. Мы продолжим с вами, наверное, да, во время следующей нашей встречи. Вот. И поскольку у нас сейчас неделя уже будет Великого Поста, это, конечно, после первой седмицы. Вот. Так что, если есть вопросы, пожалуйста, если вопросов нет. Да, слушаю. Вот этот их исход Моисея, исходы еврейского народа, вот непосредственно египетского племени, настолько, мне кажется, впечатлил эту нацию, что сейчас они уже ни у кого в плену не находятся, а у них под плитой многие приходят. Да, возможно. Ну, эти выводы, да, вот каждый при чтении Священного Писания может резюмировать, подводить итоги. Потому что многие буквы вообще вот эти вот по Египту какие-то названия. Да, конечно. Мы преемники древних цивилизаций, да. Мы на плечах гигантов, живших до нас, стоим. Со своей стороны хочу поздравить вас с наступлением поста. Марк, помолимся. Бога
наших, честнейших Херувим и славнейших бессравненных Серафим, изъяснения Бога, Слова Родших, сущей Богородицы, так и вечера. Спасибо. Здесь вот дали вот эту молитву, это что-то нечто вообще. Те, кто вот это неверны, да, как они проклинают, это